Да, если подумать, ты не должен являться мишенью их нападок. В любом случае. Так, маш дол масу. Вы хаютахана чах программирования амуш. Урок кушон. Урок уникальный юшон. Тана урок шахтерят шон. Цаишца сумбурный юр. Миш-маш юр. Но преимущество душон на синзарском атаеду. Одно из преимуществ вот этого урока, то, что не я показываю и пишу, а сидит конкретно человек, ученик, которому я говорю, и он как новичок делает все ошибки, которые делает новичок, и у него возникают проблемы, вопросы, которые возникают у новичка. И автоматически они онлайн решаются. Если бы я записал урок, там, интерактивный урок там, с этими диаграммами, там, не знаю, картинками, быстро там что-то печатал бы и показывал бы это, этот урок не был бы так ценен, потому что вам приходилось периодически останавливаться и на какой-то проблеме, которую вы не поняли, продолжать. Вернее, и вот у нас бы заняло это больше времени, чем здесь же вы все успеваете, потому что наш ученик довольно медлительный, поскольку он начинающий, медлительный, и у него возникают те проблемы, и мы их автоматически решаем. То есть такого урока, по-моему, с учеником, с сенсеем и учеником, по-моему, еще не было. Поэтому, несмотря на то, что он немножко такой тематический, разбросанный, расхлябанный, разнузданный, но он ценен тем, что у нас есть живая связь между обучающим и обучающимся. Так, Хаймерс, давай, если после этого выступления оставим вот этот лупс. Кстати, да, нет, лупс, продолжим с этого лупса. Продолжим. Мне кажется, надо на этом лупсе сконцентрироваться. Так, зайди вот этот в body, то есть HTML, страницу HTML, и выйди из скрипта. Зайди в body, освободи себе место под H1 тегом закрывающим. Под H1. Да, еще освободи, не бойся. Вот так, давай тогда теперь что-то напишем, не знаю, H2. Сделай H2 тег и дай ему имя. Атрибут, вернее. Идентификационный атрибут. Скажем, ну как мы его назовем? Давай назовем его loop. ID loop. Но не loops, просто loop. Все. Так, теперь давай перейдем вот это. Сделаем одну вещь. Подожди-ка, сейчас мы сделаем одну вещь. Давай попробуем. Так, зайди теперь в JavaScript. Под самый, закомментируй вот это все, чтобы оно нам не мешало. Да, вверху нажимаешь Edit, и там должно быть Toggle Comments, Toggle Line Comment. Все, молодец. Так, теперь на свободном месте будем писать нашу новую программу. Итак, давай пиши. Объяви переменную с названием cars, то есть машины. Const, используя слово const вместо слова let. Да. И по ходу дела вопрос тебе, чем const отличается от let? Если запомнил. Если нет, я повторю. Хамис, помнишь? Если не помнишь... Не помню, повторите. Хорошо. Const означает, что если ты дашь ему какое-то значение, например, напиши const car, напиши car.
Английское слово автомобиль. Cars. Cars. В множественном числе. Все. Equal. Equal. Equal, скажем, аудио. В кавычках напиши аудио. С большой буквы, по-моему. По-моему, аудионы. О, да, смотри. Кажется, в этом названии, по-моему, нету. Все. Точка, запятой. Так, теперь сделай внизу еще одну объяву переменную, но со словом let вместо const. И назови ее, не можешь его называть cars, потому что это. Назови ее, давай напиши первые car 1 не, а уже car 2 е. Будем номерами их различать. Car 2 хиллер, все, а уже car 1, да. И пусть у нас будет там автомобиль Volvo, скажем. Точка, запятая. Теперь смотри. Давай теперь отобрази вот это название на браузере. Как ты это делаешь, ты, я думаю, помнишь. Get element by ID. Да, давай. Первый аудио покажи нам. Документ. Сначала. Где-то написано. Используй демо. Параграф. Или H1. Count использовать, не count. Это разница ясно. Используй count, чтобы большими буквами было, чтобы зрители могли видеть. Не пиши большими буквами. Я имею в виду, вот этот H1 будет его показывать большими буквами. А так ты должен точно повторить, что там написано. ID у тебя должно быть точно, что написано выше. Все. Точка. Inner HTML равно equal. Что нужно написать? Car1. Аудио хагайт, хорошо, давай. Car1. Я тебе хочу разницу между const и let вбить в голову, чтобы ты ее запомнил. Точка, запятой. Давай, запускай берлагу. Вправо, все, аудио гайта. Так, во второй теперь, да. Луп использую. Использую луп. У нас второй H2 есть. Свободный, неиспользуемый. Так, отлично. Давай теперь проведем эксперимент. Освободи место. Go to new line. Теперь смотри, возьми вот этот car1 аудио, напиши car1. Car1. Equal. Так, поменяй эту аудио на что-то другое. Допустим, это будет, скажем, машина это будет... Какая? BMW пусть будет.
Напиши в кавычках большими буквами BMW. BMW, как англичане говорят. BMW. Точка, запятой. И теперь напиши car2. Мы как бы, знаешь, что, я тебе объясню, что мы делаем. Напиши car2, а в car2 положи Ford американский. Точка, запятая. Теперь возьми вот эти строчки, документ, get элемент. Или давай печатай будешь, чтобы ты тренировался. Давай печатай, отобрази их на экране. Тебя ждет сюрприз. Документ, бла-бла-бла, и пошел. Также используй count и loop. BMW, да, написал? Car1 Да, или да. Car2? Нет, car1 напиши. Зачем BMW писать? BMW. Ты используешь переменные. У тебя есть ящички. Содержимое ящичка просто покажи, говоришь ты ему. Точка, запятой. Сейчас сделаю. Можешь просто целую строку скопировать, можешь без проблем. Тебе не обязательно печатать. Shift-Alt, стрелка вниз. Shift-Alt, стрелка вниз. Tesla parmak чудеш да söyledik bu. Так, милую амельдешек. Давай, они Tesla, не важно. Свободила, милар. Doğru. веб-то урок записью, потом выстроили. Tesla, он завод. Так, так, попробуй теперь хитрую штуку. Запустить мои, все. Попробуй хитрую штуку. Наведи правую кнопку мыши на браузер, на окошко браузера. Курсор наведи на правую кнопку мыши. Так, вниз. И посмотреть код страницы. Не самый нижний, где он. Английский мата, инспектор, да. Посмотри, так, консоль. Где у тебя консоль детайл? Глянь там, что написано красным предупреждением. Uncount type error. Assignment to constant variable. At loop, бла-бла. 34-я строка, бах. Loops HTML 3410. Что у тебя на 34-й строке? Желаю у тебя. Лектор, 34-я строка. Номера, что? Вот, карс 1. Почему ты карс что ходил герчуи? Константа. Ты не можешь содержимое ящика констант менять. Ты туда один раз положил аудио, все. Он в течение работы всей программы, всего цикла ее жизни, там будет только аудио. Любая попытка туда вставить что-то другое вызовет вот такую ошибку. Если ты его поменяешь на LED, без проблем поменять можно. То есть ты можешь в любой момент содержимое ящика поменять на что-то другое. Константа Бога, постоянный Бог, по-моему, с греческого. Констант. Постоянная. Постоянная. Физическая константа, там, не знаю, название еще, например, ускорение свободного падения на Земле 9,8 метра в секунду. Вот это константа. То есть она всегда такая. Или скорость света, это тоже константа. То есть там чуть меньше 300 тысяч километров в секунду. То есть конст Бога – это постоянный Бог. Само название должно дать тебе намек, что это такое. То есть если ты что-то объявил постоянкой, константой,
то ты в течение цикла жизни этой программы, там будет только то, что ты вначале туда положил. То есть там будет только аудио. И любая попытка изменить константу будет приводить тебя к этому. Вот JavaScript, он но в обычных языках, там C++, C#, Java, и компилятор сразу на тебя сругается за попытку, он присвоит константе новое значение. Ты можешь только один раз ей придать в начале программы при объявлении переменных дать какое-то значение, и все. И дальше она, она будет все время это значение иметь. Отсюда это название. Как только ты этот констант сотрешь и там напишешь лет, у тебя ошибка пропадет. Хажал? Да, цапаулш браузер. Поменяй его на лет, сохрани, запусти. Ctrl-S. Уже ошибка ела. Увидел? Ford BMW Гуча Ирланда. И ты можешь вот и CAR2 дать, цунаха констант ди. Так BMW хагой тордуцу, а Ford гойта дать, потому что сутикачли, он все правильно было. Но тут, то есть он останавливает программу, ошибка махильни, на той строчке, где эта ошибка находится. Можешь поэкспериментировать. Напиши CAR2 дать, он конст сделал. Конст. Все, сохрани, запусти. Гуштя? То есть он уже на этой строке он уже не может дальше идти. Аудио Вольво Хагайтецу первый ел. А второй уже он не может. Да. Потому что уже все, короче, извини, бахцу. Сервер connected, бахцу. Сервер connected. Так, давай тогда сотри это все. Надеюсь, ты запомнил навсегда всю жизнь разницу между const и let. Есть еще var-osh. Есть еще var-osh, да. До 2015 года в этом языке JavaScript использовался вот этот var. Var, это он не бывает const или такой, короче. Это программа сама, интерпретатор сам решает, const или дать и var. Только с 2015 года появились эти let и const. И в основном ты будешь ими пользоваться. Const, let. Так, да, сотри вот этот то, что мы сделали. Или закомментируй, если тебе это надо будет напоминать. Закомментируй. И давай пойдем лупы изучать. Как и обещали, никак мы до них не доберемся. Так. Что такое луп? Давай я тебе один интересный луп покажу. Самый распространенный. Освободи место под этим. New line. Undercar 2. Под чем? Под этим. Скрипт. Да, внутри скрипта все еще. Мы JavaScript изучаем все еще. Так, в этом напиши, давай объявим. Ты знаешь, как объявляются одиночные переменные. Машина 1, машина 2, car 1, car 2, letti, constati. Есть еще arrays osh. То есть переменная, в которой вмещает несколько переменных. Там их могут от 1000, от миллион может перемещать в зависимости от компьютера. То есть есть специальные переменные, на русском языке их называют почему-то массивы. Свое название дали гады. Но в английском и вообще любой мировой, скажем так, на всех почти языках их называют arrays. Array. Array бога это рядами что-то построенное, какие-то механизмы или какие-то вещи рядами просто. В английском вот array. Решетка антенны, например, это классический array из металлических трубок. Array бога это нечто, которое на множество секций поделено, само название. Вот эти array в JavaScript объявляются очень просто. Точно так же ты можешь использовать слова const и let. Используй их. Давай, объяви const.
Конст. Не каунст, а конст. Пробел и назови опять-таки только в множественном числе cars, потому что наша переменная будет иметь множество отделов. Она будет иметь множество отделов равно equal. И вот, смотри, разница между этим. Если бы это была обычная переменная, ты бы написал бы в кавычках что-то или просто цифру написал бы, потом точка запятая. Но array не так не описывается. Array описывается при помощи квадратных скобок. Сотри их, напиши квадратные скобки. Так, пока в этой квадратной скобке ты можешь ничего не писать, если хочешь. Ты объявляешь пустой array просто. Пустой массив. Сделай точку запятой. Все. Перейди на новую строку. И ты можешь, вот у тебя есть два способа объявить вот эти array. По-моему, они называются list. В Python list называется. А в JavaScript они, по-моему, или тоже листы, или тоже, ну, неважно. Array всегда array. Во всех языках он есть. На всех языках программирования. Смотри, ты можешь взять вот этот cars сейчас. Напиши cars. Написал. Прямо впритык ему сделай квадратные скобки. И помнишь, я говорил, что array есть индексы. Каждый ящичек, каждое отделение внутри вот этого банковского ящика, который ты выдвинул, написал на него cars, то есть налепил вот эту бирку. И внутри у него множество секций. Их может быть столько, сколько ты захочешь. Практически. Поэтому давай напиши 0. То есть нулевую секцию этой ячейки. Выйди из этой скобок, напиши равно. Equal. Что туда положим? Давай машины опять, с машинами будем. Volvo положи туда. Как ты сделал вверху с этими? Поскольку ты слово ложишь, тебе нужны кавычки. Если бы это была просто цифра, ты бы ее просто написал бы. Если бы это была бы другая переменная, содержание другой переменной, ты просто переменную написал бы. Напиши просто Volvo и все в кавычках. Точка запятой сзади. Так, давай теперь во второе отделение этого самого карса. Карс 1. Квадратные скобки, единица. И положи туда ауди. Теперь сделай одну интересную вещь. Напиши cars, но дальше идет же двойка, а ты пропусти двойку намеренно и поставь тройку. Да. Мы проверим, куда делась двойка потом. И какой-нибудь другой автомобиль. Скажем, Ford. Или Fiat, или Ford. В общем, разницы нет. Все, точка запятой. Все. Давай теперь это попробуем отобразить. Это на странице нашей. Как отображает на странице, ты знаешь. Вернее, не все ты знаешь, как отображает, но один способ, скажем так, ты знаешь. Овладел уже одним способом, уверенно знаешь, как отобразить на странице HTML переменную или какой-то текст. Конст, да? Возьми из них любой. Лака-хажа-хажи, куда ты хочешь. Нет, не конст. By ID бог. ID мечаду. Где это находится, это ID? ID хаится. Рама язина английский мотор. Get элемент. Возьми элемент с таким-то ID. Вот где написано слово ID, найди на своей странице. ID меча язинду. Окей.
тебе шматахон хуязуди, зачем ты что-то другое пишешь? Там ты вот смотри, ты ID равно это, либо count, либо loop, или демо можешь взять, параграф просто. Царь любой хаити шукха. А const это просто для переменных. Оно отношения к HTML вообще не имеет. HTML язык как const датсун. Возьми любой из них. Loop, count, тебе не играет значения. Я демо. Что хочешь. Inner HTML равно. Теперь смотри. Ты можешь вот этот карс отобразить. Весь array. А ну-ка давай. Да, карс, да, я зихатуа. Не естешь воно. Потом мы немножко изменим условия. Точка, запятой. И запусти. Видишь две запятые? Угу. Потому что мы пропустили один, и он там пустой ячейки на цой. То есть он создал пустую ячейку для тебя, специально пустой отдел, но в нем ничего нету. Если ты попробуешь его отобразить, он тебе, скорее всего, undefined скажет. Попробуй. И cars that's. Не, деталь. Оставь все. Вернись назад. И карси из ахудей, от карси из ауаттей отобрази содержимое первой ячейки, к примеру. Поставь квадратные скобки и индекс. Вот. Только это вторая ячейка. Первая ячейка – это нулевая ячейка. У array вот эта особенность. Начинается все с нуля. Попробуй отобразить содержимое ячейки, которую мы не написали. Она под каким у нас номером, индексом? Да. Вторая, да. Не определено, Богдан. Запомни, это английское слово, оно в программировании очень важно. То есть undefined. Define Бога, тоже важное слово, кстати, в языках программирования. Define Бог, определить Бог. Предопределение. Или определение Бог. Definition. Свои дефиниции покажи мне, Бог, сахе. Курна хуляк, очень такой, с претензией. Definition, дефиниции. И определять Бога. Бог уже отрицание. Undefined. То есть не определено. Что ты от меня хочешь, Бахусу, интерпретатору? Там ничего нету. Undefined. Отлично. Теперь, чтобы вот этого undefined... Пойди еще вниз. Но на новое место. Еще чуть-чуть про array поговорим. Это очень важно, Хумдон. Все в array, Дон. Даже экран твоего этого компьютера, он array сам определяет, что он пиксель, там он находит, где какой пиксель, путем он содержания этих пикселей в array. То есть, как ты можешь догадаться, например, если разрешение у твоего экрана 920 пикселей по горизонтали, то вот этот каждый пиксель будет содержаться в array индекс. То есть первый пиксель будет нулевой иметь индекс и бла-бла и так далее. Если он, чтобы пиксель отобразить, там он будет это делать. Так, смотри. Ты вот этот const cars вот так определил, но ты также можешь вот этот array dats не таким способом, а сразу в одну строку это все писать. Например, объявляем новый array. Давай, const cars. Не cars, а const, и, допустим, это у нас будет, не знаю, digits. Digits, я знаю, цифры бомбоны по-английски. Digits, гецан, джицан, без D. Тесла, а это для чего все вот это вот, что вы делаете? Ну как же? Какую-то программу составлять? Ты сайт можешь вот так делать. Сайты можешь делать и программировать. Любой язык программирования, в нем можно что угодно. Что, например, ты, не знаю, для телефона программу написать, короче. Ну, что угодно можно. Главное, ты освой синтаксис языка программирования, и ты уже на нем можешь делать все, что делает компьютер. То есть он просто, а ты что это такое, почему это что-то непонятное, но в течение времени потихоньку тяхнет. Напиши теперь равно, equal, digits.
То есть наш array будет содержать цифры. В квадратных скобках вот ты теперь разные цифры можешь. Там 10, 1, 2, боже, короче, запятой, хоть тоже цифры с чудаком. Прям вот так. И, то есть ты не должен, как вверху, это делать обязательно. Ты можешь в одну строку запятая, отступ и скажем, двойка, да, запятая. Купи себе английскую клавиатуру без русского. Так, какую-то floating с запятой цифры делатиги. Например, 5,2 чудила. В языках программирования запятые не запятыми отделяется, а точками. Запомни, это очень важно, кстати. Точки сам вот он. Да. Все. Запятой, подставишь. Конец. Все. Точка запятой. Вот. Ты создал array digits, в котором цифры туда положил. Ты мог бы еще туда какое-то слово или, не знаю, булевое выражение true или false туда поставить. Тоже дойдем до этого. Теперь попробуй их точно так же отобразить. Как это делается, ты знаешь. Array еще очень важный дом. Арреями пользуются, ну, это основная рабочая лошадка. Вот, просто они имеют в разных языках разные названия. Там скажем так, еще свои какие-то. Array и объекты. Это две лошадки рабочие языков программирования, скажем так. Loop view или const? Какой барюк цанюк и любой. В какой ты хочешь. Если хочешь H1 формате, то у тебя там это. Если H2, там у тебя loop. Как хочешь. Но и loop поцеешь уже еще там проблем нет. Давай. Оставь. Арази. Он сигица и язык, чтобы тебя это не запутывало. Inner HTML. Digits, да? Да, просто digit. Если хочешь весь array, чтобы он показал тебе. Если хочешь, чтобы определенный индекс показал, то квадратные скобки и индекс того, что ты хотел показать. Все правильно. А если отдельно хочу что-то, то скобки, да? Да, квадратные скобки и индекс того, что ты хочешь показать. Да, посмотри, у тебя да, 0, 1 и 3, и вторая ячейка. 0, 1 и вторая ячейка, у тебя тройка там лежит. Все правильно. Так, Арл, теперь мы будем с тобой сделать масхажа. Там внутри встроенный метод есть, который вот эти каждые цифры определяет. Но его можно лупом это сделать. Сейчас я покажу, как это лупом сделать. Так, у нас есть автомобили, у нас есть все есть, у нас так. Текст. Ага. Давай пиши. Let text. Tesla, DOL, saamhāti tasu. Обязательно прерывай и спрашивай. Понятно. Har loop куз я зери, har count я зери, har худу вообще. Придумай штуку. Ты даешь название. Напиши там антитеррор, Миллер его Фульк и, скажем, не знаю, Рабани. То же самое будет работать. Проверить можешь прямо сейчас. Давай напиши Лупан Меттанов Рабани. Не, суба, хаун. Инфока. Har hayet diyeşin. Примерно hayet. Hayet Har get element by ID bog HTML يلقر. Har JavaScript يقع script وشكون script. И script يلقر. Из-за Java отдельно страница тяхильмек, помнишь, мы можем его отделить на другую страницу. Это другой язык программирования. Он никакого отношения не имеет вот к этому. Лакар HTML. Что? Боди юкахик. Вот это HTML.
Это другой язык. Просто от этого языка, вот этот JavaScript, запрашивает его. H1, H2 или параграф, соцахом я зугерчу, поэтому я возьму твой элемент оттуда, у которого есть свой номер, свое название, и использую его, и обратно тебе кину его, а ты покажешь его бахцуцу. А если, Гарса, уже занятый Аллаха, так мне надо вот уже другой брать, правильно? Да, но ты можешь и занятый, я просто переписать. Идет последний, еле гюйцу, я хагой трюкцу, и все. Вот, и хата, чёрт. Ничего не может. будет. Обеда дать биодер, я просто там запутался. Вот да, я тебя запутал. Давай, и так, Сара, возьми, убери, сотри их, чтобы тебе, если тебе... Можно оставить. Ты можешь сколько угодно там написать, ID шлушсан, короче. Он все это будет у тебя на странице показывать, но это к самому JavaScript не имеет отношения. Ты также мог бы и ID, да, я H2, хагайти DL. Хотел не знаю, ID loop 5, да, я сучур, атрибут, да, я тебе эксперимент, чтобы ты понял, что да, я вообще, да, я и сохрани. Сохранил? Да. Все, исчезло. Хала. Низ оуэн. Оуэли и луп пёлчигаха. Иди диджит пёлчигаха. H1 напиши. Не, H2 напиши, да, H2 напиши. И внизу тоже H2 напиши. Запусти. Не идет. Ты что-то не так написал, не освободила. ID, мы написали get element by ID, ID моя IT. Давай и get element by ID, да и. Сотри его. И напиши query selector. Q дом. Q. С Q начинается название. Да, уже появилось. Query selector. Все. И вот тоже get element. Query selector делал. Все, попробуй запустить. Что? Да. Если ID нету, query selector. Query selector все равно хую тебя, короче. ID тоже халоцер, донсон, ID проблем, я сон. Query selector берет все. Но ID ахязи че, ахилди что тебя? Ты же написал, говоришь ему ID должен хада, а тебя ID дома дати? Ну просто ще по дефолту ел. Но дело в том, что H2 или лака, он между ними разница хряц. То есть ахцан ID щи или класс щи название целой, а уже ну H2 дилур мадать фига. И допустим лака халвал. Интиги H2 H2 илахтиги. Да, и теперь подумай сам, как JavaScript узнает, какой H2 ты имеешь в виду. Первый или второй? Не узнает, да. Он не узнает, он не знает, между ними никакой разницы нету. Но если ты им дашь ID, один будет, например, фульк 1, а другой фульк 2, то тогда он будет их различать. Видел? То есть, параграф тот же самый H1. Да. Любой элемент, то есть ты ему можешь дать ID, то есть паспорт ему выписать или документ, удостоверяющий личность. Вот это ID. Параграф H1 юха. Юрий, параграф текст чьязё, а H1 заголовок, то есть большими буквами ходю заголовок. А P текст ходю, как обычный текст, но я и разница. Хотя ты можешь в этой в CSS стайлинге любой этот фонд им задать. То есть насильно поменять им фонд, чтобы H1 какой-то другой этот размер имел. Технически ты можешь это сделать. Параграф это для текста, параграф бог и мою абзац вот этот в странице, в книжке, параграф яц. То есть какой-то это размерный какой-то текст. И просто. То есть параграф предназначен для текста, H1 для заголовка, H2 для второго по размеру заголовка, H3. Мы это обсуждали. Спускайся вниз, верни все на место.
تا صعبة يا أخي تحت دو تعجب Да-да. سمعت يا هر digits هر ترى digits понял все понял. Когда ты натуральные числа, то есть 5,0 или 4,2 бошхач, точки цан запомни дела, важные, а запятой вот тяхтиги ошибка рён. Тесла та хакун хугуласа Последнее что срабатывать, да? Попробуй другому обратиться. H1 нет, H1 ты тухи. Во, H1 нет. Не сказал. Вы что? Вуко переписывать. То есть сначала он H2 цан, машина шагойцу, потом вуко H2 цан, цифры цан перебить. Потому что это одно и то же. А сейчас они различаются. Поэтому он может показывать следующее. Можно и П вот так написать, да? Да, вот молодец. Пожалуйста, попробуй, аудио. Да. Параграф, как текстом написан. Да, все, я понял. Потихоньку разберешься. Несложная вещь. В общем-то, JavaScript это не ахти какой сложный язык программирования. Духа ищется, он был, синтаксис у него довольно большой по сравнению там с C или еще кем-то. Но так это не такой же сложный. Главное, что на нем можно сразу же что-то печатать, и он тебе сразу это будет показывать. Давай перейди к этому let text. Напиши текст, то есть мы объявляем variable text. Положи в нее пустую строку, то есть просто кавычки. Кавычки, не скобки. Для этого, для слова. Нет, ты все правильно писал, просто кавычки там напиши и все. Пустые кавычки. Все, точка запятой. Ты как бы объявил переменную, которая содержит строковое слово, но его там нету, пока ящик пустой. То есть ты бирку налепил на этот ящичек в этом банке, но ничего туда не положил. То есть фиг вам, короче, ты пустой ящик сделал. Кто-то увидит текст. Да, кто-то увидит текст, вытащит ящик, а там нифига нету, короче. То есть ты пустой ящик был. Ты можешь сейчас туда что-то положить. Так, сейчас я тебя научу, просто очень важному программированию, архиважному программированию, циклу for. For Бог, для Бога, на английском отта. По-русски это для. Там для такого-то, для такой-то вещи, для такой-то, в общем, for это просто частицы используешь. Да, пишешь for, у нас for, сделай небольшой отступ, скобки, parenthesis, объяви переменную и со словом let. Видишь, уже ты хорошо знаешь. Let, все правильно. Отступ. Название переменной и. Название переменной сначала. Let это не название. Let это как бы свойство его. И. Буква И. Let И, да. Переменную с названием И английское, я сказал. Да. Присвой ей значение 0. Цифру. Скобки, да? Как присваивает? Нет. Он присвоил переменной вольва аудио, да, равно и цан, убери эти скобки. Они глаза мозолят. И отступ сделай. Тималети. Все, присвои значение zero. Или O. Все, напиши точку запятой. Кавычки не нужны, потому что цифры. Пока оставь кавычки. Не, точку запятой после нуля. Я немножко, он ее ищется, цикл, поэтому сделай отступ. Теперь используй эту И для булевого выражения. И напиши И, вот это самое, да. Напиши знак меньше, сделай отступ и напиши с отступом всегда. Кроме меньше cars. Вот это самое влакаю ария cars я взял.
точка, точка, вызываешь метод length цанахильезуны в этом списке. Л от иматани, вот он появился. Length бога, английский мота, длина бога. То есть, мы потом поймем, что это значит. Так, точка, запятой. И напиши и плюс плюс. Тилет-тязя. На этот раз можешь тилет-тязя. Это исключение. Все. Теперь выйди из этих скобок. Create curly braces. Space. Curly braces. Open it. And write inside text. Space. Плюс equal равно. Нет, тилет. Cars. В кавычках напиши и. В квадратных скобках напиши и. То есть индекс этого array. Прилепи их к нему. Array индекс всегда прилеплен к названию array. Внутри напиши и. Вот это итератор, который мы используем. Так, выйди из кавычек, из этих скобок. Выйди из скобок, убери точку запятой. Напиши плюс. От space. Кавычки. Внутри кавычек напиши знак больше. Больше меню, да. BR теперь. BR. То есть букву B и букву R маленькими. Закрой. Тег. Это тег этого. Так, которым я тебя не знакомил. Так, выйди, точка запятой. Так, выйди из тела функции for, то есть curly braces arval. Освободи место. И теперь отобрази переменную текст, используя ту же технику, что ты все время используешь. Документ, бла-бла-бла. Можешь использовать query selector, если хочешь. Можешь использовать документ get ID. У нас ID есть там? Посмотри наверху. Наверху посмотри. Это HTML. Элементы, которые ты хватаешь, они на странице HTML. Они, я тебе уже говорил, что JavaScript... H1 у нас есть. Вот используй какой хочешь. Это на тебя. Давай, Повторно можно их использовать? Можно, он перепишет просто. Не бойся. Ага. Не хотелось бы. Нет, Цуйка, давай. Зачем туда лезешь? Ты же писал внизу что-то. Извиняйтесь. Да. Ты Когда прощен. будем писать get element by ID. То есть там ID? Да, есть H1 у нас. H1 ID есть. Хорошо. Какой ID у него? Loop или count? Ты смотрел? У него? Count у него. Count. Когда ищешь ID, ищи слово ID, ID. Убери точку. Точка снаружи. Так, ты знаешь, что дальше писать. Ну, молодец. Есть надежда. Текст, да? Да, отлично. Ты понял, что к чему. Да. Видишь?
А, кстати, и дорисуй вот этот второй ящик, чтобы undefined, да, короче. Cars 2, аудио, лака. Вот, да, вставь туда между новую, напиши новую машинку. Освободи место под аудио. Под аудио место освободи. Да, и напиши cars, бла-бла. Туда, я не знаю, фиат положи туда. Как это неэстетично смотрится. Едацун. Ты, видимо, эту машинку не помнишь. Когда-то была популярна. Фиат, не фейт. Фиат. Машалла, мой русский. My great capital, English, British capital. Окей. Шутит. Чутух. Ехать. Undefined. Вот, все, наконец-то. Шаек хамагайта, смотрится. Да, шаек какой-то, потому что ты индекс указываешь. Молодец его. Посмотри. Вот ты вот этот карс, array, да, массив модуль, ты его переписал в этот лекс, и он тоже превратился в массив автоматически. Ты сейчас можешь и текст он индекс вызвать какой-то отдельный, попробуй. В квадратных скобках напиши какой-нибудь индекс, например, этого, например, третий индекс Форда. Он тебе просто Форд покажет. 3, да, просто? Да, 3. Это что такое? Почему я тебе вою? Так, подожди. У нас, цикл я делал, все было. Этот, он вообще по-своему пишет, это string делал, Не, убери, просто оставь просто текст и долго объяснять. Точка запятой будет? Барьян, все. Это долго объяснять, он просто будет в этот. Да. Перейдем. Так, пожалуйста, и луп 5, его разберем и закончим. Дальше я хочу, зритель болдер будет. Так, и for cat, что это такое? Это вообще... Ну, сейчас я тебе объясню, короче. И вот этот for, он что делает? Посмотри. Слева направо, да, выдаст. Пишешь for. Он предназначен, чтобы, например, и волево, аудио, фиат, бошо, язу, дерака. Каждый раз язу, дизардарака. Вместо того, если у тебя 1000 названий, например, вместо того, чтобы каждый писать и идти, ты можешь просто дать компьютеру, как в цикле, пройти его. То есть, видите, он каждый раз смотрит и записывает, и каждый раз прибавляет, записывает, что это предназначено, чтобы большие эти, скажем так, данные, какие-то массивы большие, чтобы ты их что ты не должен их снова писать. Короче, вот эту разницу надо тебе бить в голову. Я немножко перепрыгнул. Но ничего, попробуем разобраться. Давай попробуем все-таки разобраться. Может, следующий урок я. Нет, я тебе пытаюсь как тебе это объяснить, дальше мы перепрыгнули сильно. Более может, потом вернемся лишний раз. Хорошо, так, хорошо, мастяливай. Отводить, вот он сейчас. Да, с духом, вертилач. Пока, Миш. Война, тасап, тупой, мочо силдаю. Медленно. Давай цикл вайлю изъязывающим и все, закончим. И вайло кетруха, потому что сначала вайл мой есть, а не это. Я тебе сразу на фор кинул, который есть это. Освободи место и вайло и один закончим урок. Действительно, сиграйолоха. Давай, пиши там. Объяви какую-нибудь переменную, например, const. И он делал, постоянно масситу запятой скобки больше, да? Видишь, он тебе, он приходит, уже если исправить, инчул, да, хочу, он точно мобиль исправит, а я уже исправить не себе. Из хаоса я уже замечаю и пытаюсь, короче, поменьше тебя это дергать, Заметьте, динарас, да, он есть, пиши лет,
Не const, а let, sorry. Эти const не из ls. Так, let, не знаю, x. Пусть будет переменная. Да, с названием x будет просто, и все. Равно 5. Цифру 5 туда просто положи. Да, значит, кавычки не нужны. Нет, да, правильно. Цифры не нуждаются в кавычках. Так, new line. С новой строки. Пиши while английское W, H, маленькими буквами. Нет, W и сразу H идет. Пока Богдан или while, пока, да, пока по-русски. В скобках пишешь скобки. И в скобках пишешь пока, то есть пока X. Пиши X. Не, X. While совершенно. Меньше 5. Меньше, знак не больше, а меньше. Отформатируй, чтобы он нормально выглядел. То есть промежуток сейчас. Ты целетешь. Во. Тиха сейчас. Тиха сейчас. Пространство. И между ими. Во. Ишти и другой тоже. Все, ишти азион. По-нормальному языку. Теперь сзади отступ и curly braces. Put curly braces. Open it. Open. Так. And right inside. Хажал. Так. Мы задали условия. Сделай вот. А я там. Меня слышно? Да, конечно. Курсор документ get element by ID лакарил строчки, которые выше его. Вот этот. И давай, используя Alt и стрелку вниз, перемести его вовнутрь тела цикла while. Shift-Alt же, да? Нет, не Shift, это копирование. Ты не копируешь. А просто Alt стрелка вниз, ты это переместишь ее вниз. Сахуру. Стрелка вниз, если я уж освободил. Вот сюда, да? Все, вовнутрь тела цикла. Теперь, под этим строчку, вот под этим пишешь ты x равно отступ space x плюс 1. Точка запятой. Все, ты создал цикл while. Запусти его. Мне интересно. Так, он будет у нас это. Один раз гайтан, потом это append есть сега, каждый раз. Так, надо будет он ему. Так, тогда оставим до следующего раза. Я тебе покажу, как его потом append есть. Inner HTML, да? И да я. Просто проверим на всякий случай. Append здесь. И точка даба, и снова точка вот он предложит нам кучу методов, как. Вот. Ищи там, есть там append. Да, вот он тебе выведет, если там есть append. Прилепить по углу. П. П. Не. Я смотри, чтобы мы увидели это что. Так. Append child есть. Есть append. Попробуй append один, да? Append скобки. И вот этот текст внутрь скобок перемести. И равно убери.
Напечатай просто текст и дай. Закопировать дешевле, хайонай. Да. И знак равно, смотри. Все. Попробуй запустить. Ничего. Не, опять так был, бедбац, опять что. Хорошо, в следующем уроке продолжим это. Тогда ты и луп сядь, добьем эти лупы чертовым, и никак их с тобой не закончим, отвлекаться здесь. Но, какой вопрос, что и по поводу у тебя этой остальной программы? Где-то блоки. Очень день нам дать, я его очень хорошо понял. Вот там ты, да, уже у тебя мозги прочищаются в этом деле. Так, давайте, что мы сам схил, если ни у кого нет вопросов. Окей, Google. Окей, Google Google, share. да.